Ассаламу алейкум, друзья. Я сегодня начинаю цикл видео, посвященных вопросам уйгурского народа в свете, скажем так, его истории, а, развития, положения, причин, почему уйгурский народ оказался в такой ситуации. В общем, думаю, что эта информация будет интересна всем. Я надеюсь, что и дети почерпнут очень много полезного для себя, во всяком случае, в познании и понимании информации о своем народе. Дело в том, что уйгурский народ, конечно, он в неотрывной связи от других тюркских народов, в общем-то, существовал, зарождался. То есть зарождение уйгурского народа, оно произошло, в общем-то, от тюркских племен. Те, которые, скажем, прародиной вообще всех тюркских племен является Алтай. Там было достаточно много племен, ну, скажем так, наверное, там несколько десятков. Вот. И эти племена, они, в общем-то, ну, видимо, как в истории всех других народов, и враждовали между собой, и воевали друг против друга, и на стороне маньчжурских племен, скажем так, на стороне джунгарских племен, на стороне китайских. То есть тогда тоже Китай, скажем так, он не был таким единообразным, да, как вы понимаете. Там тоже достаточно много племен. Вот. И эти войны, они были постоянно, мелкие стычки, большие войны, собирались одни против других в союзы, противостояли. И, конечно же, это привело к тому, что, скажем, Китай, он был завоеван и маньчжурами, и джунгарами, и властители этих племен, они, скажем так, захватывая и поселяясь в Пекине, через какое-то время ассимилировались и сами становились китайцами. Вот. Хотя политика китайских властей всегда была такая, что те племена, которые были побеждены, их поселяли, скажем так, вдоль границ Китая и делали их, условно говоря, как заставами, да, то есть теми племенами, которые должны были оберегать спокойствие Китая. Ну, по аналогии можно сказать, допустим, как это было в царской России, когда казацкие племена, казацкие войска, скажем так, племена, говорю, войска создавали поселения казацкие вдоль границ России и становились определенными такими опорными пунктами. Вот. И, конечно же, передовыми отрядами по защите российских земель, российских границ. Тюркские племена, они, в общем-то, скажем, захватывая определенные какие-то территории или же, значит, где-то там воюя, вот, вытеснялись или друг друга вытесняли. Вот. И что привело к тому, что часть племен ушла южнее Алтая, да, и поселилась в Таримской впадине, то есть это вот там, где уйгуры поселились и существуют поныне. Вот. Другая часть племен, гонимая маньчжурскими племенами, там, какими-то другими там междуусобными войнами,
они уходили и, скажем, далее на запад, вот, и так были освоены, скажем, казахские степи, и потому что очень многие тюркские племена были изначально кочевыми, вот, и вот эта вот воинственность, кочевой образ жизни двигали тюркские племена к освоению других земель. Таким образом, тюркские племена там достигли и, скажем, Балкан, да, то есть какие-то тюркские племена смешались с болгарами, то есть со славянскими племенами, которые там обитали, вот, и образовался народ болгары. Часть тюркских племен, она, значит, достигла Венгрии и смешалась там с теми племенами, которые в Венгрии. Каким-то образом там произошел отпечаток именно финно-угорских племен, то есть, возможно, эти тюркские племена и смешались с финно-угорскими племенами, потому что венгерский язык, он, в общем-то, кардинально отличается от многих тюркских языков, точнее, от всех тюркских языков, да, и он ближе к финно-угорским языкам. Вот. И достаточно большая часть тюркских племен, она дошла до Византии в то время, да, где сейчас находится Турция. Вот. И они завоевали, в общем-то, вот эту вот Византию, да. Завоевав ее, они, конечно же, смешались. Ну, как вы понимаете, одно дело идет войско, да, другое дело это оседлое население, которое проживает там. То есть войско, оно может, конечно, и завоевать это государство, эти территории, да, там, подчинить и знать, там еще что-то, но тем не менее народ остается там, и они, скажем, со временем, ну, скажем так, ассимилируются, да, в этом народе. Вот. Но в Турции произошла удивительная вещь, где, скажем, тюрки, они образовали народ турецкий, да, вот, в который вобрали в себя, если посмотреть западную часть Греции, то это Турции, то это греки. Если посмотреть там центральную часть или восточную часть Турции, то это все-таки больше там персидские народы, да, там это арабские народы, Сирия, южная часть. Вот. То есть получается так, что на самом деле Турция это не однородная, скажем так, масса, да, то есть это винегрет народов, который, в общем-то, был объединен под единым языком, соответственно, там были жестко введены требования по именам, скажем, что они должны быть все только тюркские, да, вот, ну, какие-то там, в общем-то, другие вещи. Хотя, если посмотреть разные регионы в Турции, там все-таки отголоски культуры, скажем, прошлых периодов этих народов, они есть, и они никуда не делись, на мой взгляд. Вот. Что касается, значит, уйгуров, они первые, по сути, оказались оседлым народом, потому что они, в общем-то, стали... Ну, то есть, по большому счету, им некуда было дальше воевать, некуда было кочевать, смысла не было, да, и они осели вот в этом регионе, в Таримской впадине, и образовали, то есть, в принципе, вы, наверное, многие знаете, что у уйгуров было достаточно много различных своих государств в разные периоды истории. Вот. И в силу того, что уйгуры были оседлыми, стали оседлыми, у них больше развивалась культура оседлых народов, нежели
кочевых, да, и, скажем, у кочевых народов замечательные глубокие традиции там в скотоводстве, овцеводстве, да, там, значит, выделки кожи, соответственно, там, обработки мяса, ну и, соответственно, всех тех как бы моментов, которые свойственны, в общем-то, кочевому народу. У уйгуров все-таки пошло по другому пути, в силу того, что оседлость, необходимо было строить города, то есть пошло развитие архитектуры, пошло развитие, значит, письменности, да, и вот у уйгуров письменность, в общем-то, образовалась, хотя она, конечно, и изначально, скажем так, вот это руническое, как бы руны, да, рунический алфавит, он, конечно, был в какой-то степени перенят где-то из Персии, где-то вот из тех регионов, да, скажем так. Вот. И он был адаптирован, его использовали, но вот в Туркестане, скажем так, первыми этой письменностью, этим алфавитом овладели уйгуры. Ну и, соответственно, конечно же, пошло развитие там литературы, еще каких-то, в общем-то, вещей. Конечно же, вы понимаете, что культура земледелия предполагает разнообразие растительности, которая использовалась в пищу, и, соответственно, конечно же, кухня уйгуров, она достаточно сильно отличалась от кухонь многих других тюркских племен. Ну, конечно, здесь сказалось влияние и близлежащих, скажем так, народов, да, соседних народов, в том числе влияние, конечно, Китая, Индии, там, я не знаю, там, Ирана, там, Пакистана. Вот. Поэтому, в общем-то, вот эти вот отличия у нас есть, да, но изначально вот источник, откуда пошло развитие всех тюркских народов, это вот Алтай. Но при этом необходимо еще обратить внимание на то, что уйгуры, они, скажем так, вот в какое-то время отделились от других тюркских племен, то есть это было объединение где-то порядка там 12 племен, вот, которые и образовали вот этот этнос уйгуры. Вот. И когда в каких-то источниках там какие-то ученые, там и даже не ученые, просто вот обычные как бы люди, которые там пытаются рассуждать и говорить, что те древние уйгуры и современные уйгуры, они ничего общего между собой не имеют. Конечно, такие заявления достаточно странные, потому что, ну, попробуйте скажите, а где тогда те древние уйгуры, куда они делись? То есть в кого они превратились? Они же не могли просто исчезнуть. И из кого тогда современные уйгуры образовались? Опять же, то есть вопрос, да? Те же самые казахи, они были, эти кочевые племена, множество родов, жузов. Вот, они, может быть, и не назывались, точнее, не назывались казахами, да? Те же самые узбеки, допустим. Узбекские племена, они все были. Но они не назывались узбеками, да? Но они-то были. То есть, и поэтому как бы говорить о том, что уйгуры это не уйгуры, да, а кто они тогда? Здесь необходимо еще, скажем, дать пояснение, что вот эти вот кочевые племена тюрков, да,
они на каких-то исторических этапах объединялись или как бы а, делились и образовывали там какие-то народы, да. То есть, если так вот взять, допустим, просто вот для сравнения, возьмите башкиров и из каких племен вообще башкиры образованы, да, вы найдете немало там племен, которые имеют, имеются у казахского народа. И эти племена под тем же роды, они имеют те же самые наименования. То есть где-то эти племена, они разделились, какая-то часть примкнула к башкирам, к татарам, какая-то часть примкнула к казахам. Аналогично есть, допустим, то же самое и у узбеков, и там эти роды, они дублируются с казахскими родами, да. То есть и поэтому, по большому счету, вот эти все тюркские племена, вот эти все тюркские народы, они образовывали единое пространство Туркестан. И на этом пространстве эти народы, в общем-то, как бы жили, и они, да, делились по родам, каким-то образом еще что-то, но у них не было такого жесткого деления на народы. Разделение вообще на народы придумали большевики, да, то есть советская власть, скажем так. Почему? Потому что им необходимо было обеспечить контроль над всем вот этим тюркским регионом, да, над Туркестаном, а к Туркестану дальше еще присоединялись тюркские народы, такие как татары, башкиры. Туда, если мы возьмем дальше на север, то якуты, там, по-моему, коми, там, еще, в общем-то. Вот. То есть это все эти народы, которые, в общем-то, представляли собой вот единое вот это вот пространство Туркестана. И большевикам необходимо было для обеспечения управляемости и контроля разделить эти земли на различные, скажем так, республики. Они дали, то есть если в истории немножко так вот глянуть, то на одном из съездов народов Центральной Азии и Казахстана, да, тогда Туркестана, вот, это было в 1924 году, тогда присвоили казахам наименование казах, узбекам наименование узбек, уйгурам они тогда сформулировали так, что они не придали новое имя этому народу, да, а как бы возобновили, да, восстановили вот это наименование. Потому что, по сути, уйгуры, в то время проживающие, скажем так, на территориях, входящих в Советский Союз, занимались которые земледелием, то есть большинство их называли просто таранчи, то есть земледельцы. Вот. Ну, как бы восстановили это наименование народа и не более того. Вот. Это я не с целью кого-то обидеть, унизить, там еще что-то, да, почему? Потому что просто само название, оно как бы было придано, хотя в целом я просто хочу что объяснить? Я хочу объяснить, что не было деления на народы на территории Туркестана. Были, да, племена, которые у казахов они делились по родам, у узбеков, уйгуров, там, других каких-то там оседлых народов, там, допустим, по наименованию местности, откуда они происходили, ну, по аналогии, как, допустим, в России, там, у княжеств, да, там, они Владимирские, Суздальские, там, Нижегородские, там, и так далее. То же самое было и у тюрков.
это были бухарские, это были самаркандские, там хивинские, да, то есть это вот они были как бы основные. Вот. Это были у уйгуров там кашгарцы, там турфанцы, там еще откуда там, в общем, какие-то это самое образования. То есть это население, оно разделялось вот именно по происхождению, по привязанным к своим местностям. Когда касается вопрос тех же самых казахов, то в силу того, что они вели кочевой образ жизни, конечно, их к местности привязать было нельзя, и поэтому они продолжали использовать, скажем так, вот самоидентификацию по названию рода. Вот. И по сей день, в общем-то, у казахов эта замечательная традиция есть. Пока я хотел бы завершить данное видео. Вот. В следующий раз я буду рассказывать о, скажем, причинах, почему Китай все время стремился завоевать уйгурские земли, да, то есть Восточный Туркестан, Уйгурстан. И как получилось так, что часть уйгуров оказалась и жить в России, на российской территории, скажем, да, и часть уйгуров осталась жить под игом Китая. Вот. Спасибо, всего доброго, до свидания.